Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet: İnne iddete şuhuri indallahi 12 şehran. Dersekte Allah huzurunda aylar var, olar 12 ay. Fi kitabillah. Allah'ın kitabında. Kur'an'da aytilgan var 12 ay. Şoňardan da bizning kalendarda var 12 ay. Yawma halakas semawati wal ard. Kökler hem jir yaratılgandan. Yani baytar qana zaman ötken bu waqigaga. Qaşan Allah Teala halik qılgan 12 ayna. Minha arba'atun hurum. Onlardan 4'üsü hurum, izgi. Hurum degeni biz haram sözünden kele, bu izgi ma'nosine kele, bu işraqda. Endi fiqh kitaplarını açsak, onda ol tıyılgan deb tercüme etile. Bu ayette izgi deb tercüme etile. Anada endi alдағы мәнәліге қарап қана анарға бұлар қайсы сөзіні қолданырға. В Коране Всевышний говорит по поводу месяцев, говорит, что 12 месяцев создал Всевышний со времени создания небес и земли, из которых 4 хурум, священные. Как и в арабском, так и в других языках есть амонимы, синонимы и антонимы. Также и в арабском есть такие термины. И вот поэтому хурум в некоторых местах переводится запрет, в некоторых местах переводится священный. Но если посмотреть глубже, то в принципе они равны. То есть, если мы имеем в виду Мекку, называется территория мечети Харам, запретная. В каком смысле грешить на этой территории нельзя. Ну и, соответственно, эта территория называется священной, раз грешить там нельзя. Поэтому, в принципе, они равны. Аллах говорит, что 4 из них священные. И пророк говорит, «Афдалю сиями бада Рамадан», самый превосходный пост после Рамадан, Шахруллахи, месяц Аллаха. Как видите, пророк называет этот месяц месяцем Аллаха. Какой месяц? Аль-Мухаррам. Самый лучший месяц после Рамадана. Афдалю сиям, по поводу поста. Для поста самый лучший месяц это Мухаррам. Поэтому как мы ждали, уважали месяц Рамадан и совершали пост, Мухаррам лишь на ступеньку ниже, на втором месте стоит после Рамадана. Поэтому, опираясь на данный хадис, мы видим, что нужно встретить месяц Аллаха в состоянии поста. И это у нас, альхамдулилля, наступает сегодня, после захода солнца, 8:30, начинается новый календарь, 41-й хиджри год. Шол себептен, бу айны біз ничек каршы алырга тиешбез. Кеңеш ителе үтәргә тәсбих намазы. Шуның өчен бүген тәсбих намазы укыйбыз. Кояш байыгач, акшамнан соң бу фарыз түгел әлбәттә, бу киңәш ителгән. Ләкин монда нәрсәне әйтергә кирәк? Хадистә әйтелә, фарызларны үтәп минем кулым, минем газабымнан кача, нәфилләрне үтәп минем рәхмәтемә якынлаша. Шуның өчен кем фарызны үтәсә, ул газаптан котыла әлбәттә. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе әйтә, газаптан котыла. Рәхмәткә якын буламы? Зур сорау. Нәфил үтәсә, димәк якын була. Чөнки бу Аллаһның Пәйгамбер аркылы әйткән сүзе. Выполняя фарды
раб мой освобождается от гнева, от наказания, а выполняя дополнительные нафиль, он приближается к моему довольству и милости. Поэтому сегодня всех приглашаем на намаз вечерний и, соответственно, таспих намаз. Здесь, конечно, нужно и понимать, что на остальные намазы нет, что ли, приглашения, что только на нафиль. Нет, конечно, на все приглашения есть. Здесь лишь особенный момент, про который пророк не оставил без внимания. Пророк говорил, что самый лучший пост после Рамадана – это в месяц Мухаррам, и самый лучший намаз после фарза – это ночной намаз, то есть тахаджуд. Шул сәбәптән да, бүгінгі очракта да шушы елны каршы алганда бүләк бирергә ярыймы, котларга ярыймы дигән сүзләр килә. Можно ли поздравлять с 41-м Новым годом по исламу? И можно ли дарить подарки? Здесь, чтобы ответить на данный вопрос, нужно владеть этимологией слова «поздравление». Кто не владеет этимологией, он и говорить не может, что разрешено, а что запрещено. То есть для этого нужно владеть полностью филологией языка русского. То есть говорить, было ли это во время пророка или нет, будет правильным только после изучения самих слов. Поэтому что означает слово «поздравление»? Во-первых, это желание, то есть мы желаем. И тут сразу ответ, а желать запрещено, что ли, мусульманину хорошего, благого? Разве запрещено желать? Конечно же, не запрещено, наоборот, поощряется, так как пророк что говорит? Мусульманин тот, кто желает брату своему того, что желает себе. Вот же, это же хадис. Нәрсәне үзенә теләсә, икенче кешегә дә шуны тели. Менә бу мусульман дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шуның өчен без үзебезгә теләсәк яхшылыкны икенче кешегә аны теләмибезме? Әлбәттә телибез һәм теләкне әйтәбез. Мин сиңа телим. Шушы көн хөрмәтенә, шушы елда сиңа телим дип әйтү, ничек бу тыела? Киресенчә бу күркәм булган эш. Бүләк хакында әлбәттә ничек тыярга әйтергә була? Пәйгамбәрбез әйтә, бүләкләр биришегез, бер-берегезне яратырсыз, сөйерсез дип әйтә. Пророк говорит, дарите подарки, и вы полюбите друг друга. Опять же хадис. Дарите подарки, и вы полюбите друг друга. И тут возникает вопрос, зачем нужно любить друг друга? Опять же есть хадис. Пророк что говорит? Вы не зайдете в рай, пока не полюбите друг друга. Вот вся цепочка того, что мы должны сегодня сделать. Как люди рвутся 31 декабря покупать подарки, накрывать стол, дарить, поздравлять, желать разными методами за столом. Мусульманин тоже должен желать своему брату мусульманину благого. И так же, как и мы говорим в пятницу, желаю тебе благословения Всевышнего и родителей. Это лишь поощряется, поэтому мы это должны сегодня сделать. Может, и поэтому наши родственники не видят в нас истинный ислам. Потому что если мы выполняли бы как пророк, наши бы родственники наверняка давно пришли бы в ислам. И на намаз стали бы, и не обладая какими-то компетенциями, может, мы. И это не стало бы причиной, что не владею красноречием, поэтому не могу вагаз рассказать родителям, поэтому на намаз они не встают. Вот такие мы слышим предложения. Но в красноречии ли вопрос? Поэтому, если мы ислам преподносим в соответствующей форме, и наши родственники придут в ислам, но если мы ислам показываем в другой форме, конечно, как они скажут, и это разве ислам, по-моему, я лучше. Вот и весь расклад. Поэтому мы совершаем пост.
Можно в течение 10 дней пост совершать. Можно пост совершить 10-й день Мухаррама. Об этом тоже есть хадис пророка, где посланник Аллаха говорит, когда он услышал, что и иудеи, и христиане уважают день, они уважают этот день, 10-й день этого месяца. Нынешние, может, не знают, но во время пророка знали об этом дне, и они уважали, потому что в этот день было очень много событий. Подробнее мы можем сегодня об этом рассказать после вечернего намаза. И вот, когда пророк услышал, что они уважают этот день, и ради уважения совершают пост, пророк сказал, мы должны 2 дня поститься. А следующий год мы будем совершать 2 дня поста. Обратите внимание, пророк говорит, нам нужно больше. Поэтому, когда мы встречаемся с христианами и слышим, как они любят Иисуса, мы тоже покажем, что мы тоже его любим. И если мы садимся за стол, то мы делаем молитву и до еды, так как и делал Иисус. Это есть на арабском, можно и на русском. То есть, если христианин молится перед едой, и если мы молимся перед едой, разве это грех? Мы выполняем то, что делал Иисус. А он кто? Он пророк. Разве выполнять то, что делал пророк, запрещено? И если кто-то съел блюдо и хочет встать, мы делаем снова дуа. А кто посередине дуа делал? Авраам, Ибрагим, алейхиссалям. То есть во всех случаях есть решение пророков. Но нужно всеми ими информацией владеть, чтобы быть среди праведных и выполнять правильные поступки. Так как в некоторых случаях, когда кто-то кушает быстрее, взрослое поколение начинает ругаться, когда он встает со стола. Когда он дуа сделал, говорят, ты как дуа делаешь? Мы еще не поели. Он-то поел. Я, говорит, не могу дуа делать. Я же, говорит, не даю. Можешь дуа делать. Пророк так дуа делал. И в начале пророк дуа делал, и в середине дуа делал пророк. И в конце дуа делал пророк. Поэтому, в любом случае, мы совпадаем одному из 3 пророков во время дуа. И, соответственно, если возникает вопрос по поводу детей, то есть если мы совершаем пост, как быть детям? На этот счет тоже есть хадис. Это есть и в Бухари, это есть и в Муслиме. Передатчик хадиса Муавис, дочка Рубей, да будет доволен ими Всевышний Творец, передается, что в день Ашура мы выходили на улицы Медины. Почему Медина? Потому что, знаете, год этот начинается с переселения из Мекки в Медину. Хиджра. Они были уже в Медине. И мы видели, как пророк отправлял гонцов, чтобы они распространяли весть. То есть слова пророка распространяли именно какую? Кем иртан иртук уразага тоткан болса, акшамга кадар шуны тамамласын. Кемдә бүген уразага кирмәгән булса, кичкә кадәр шушы көнгә хөрмәт итсен, ашамасын да, эчмәсен дә. Күрәсез, тагын бер сорауга җавап килде. Кайбер кеше әйтә, мин өйләгә кадәр ният кылмадым, ашап өлгермәдем, ураза тотарга ярымы, ничек ярамый? Ә кем тыя? Запрет каян килеп чыга, что ярамый? Если монда нәрсә әйтә пәйгамбәребез, кем тотмаган икән, кичкә кадәр аш торсын, шушы көнгә хөрмәт өчен. Күрәсез, Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә әйтә? Ул көнне хөрмәтен күрсәтсен дип әйтә. Ә көнне ничек хөрмәтләргә? Көнне күтәреп итеп булмый, көнне сөеп булмый, көнне иркәләп булмый, үбәргә булмый, ул бит көн. Ничек аны хөрмәтләргә? Ураза белән. Ничек? Мин бит иртән ният кылмадым. Пәйгамбәрнең хәдисендә нәрсә әйтә? Ашам кадәр хөрмәтеңне күрсәт. Әле ишеттең икән, димәк, әле күрсәт. Һәм дә нәрсә әйтә? Ахырында
Кайчан без бу хәбәрне ишеттек, без ураза тота башладык, һәм дә балаларыбызга да уразаны тоттырдык. Безнең бу үскәндә инде балаларны жәрлиләр, аптырарсың. Ураза тоттырдык дип әйтә сахабалар. Һәм дә намаз кылыр өчен мәчеткә бара идек. Балаларны да ризыктан ничек тә булса читкә алырга, фикерләрен, уйларын алырга бирәдек уенчык. Йөннән ясап төтә, җен. Алганнар йөннән уенчык ясаныр һәм дә аларның икенче тема белән ничек тә булса ризыктан кирен иткәннәр, уйланмаслар өчен. Һәм дә әлбәттә алар еладылар дип әйтә. Әлбәттә бала аш-баш елый, ләкин без аларны ничек тә булса алар белән уйнап, алар белән вакытны ифтарга кадәр үткәрә идек. Шулай аларны шушы кичкә кадәр көнне үткәрә идек дип әйтә хадистә, шушы Бухари белән Муслимдә күрәсез. Ничек ураза белән балаларны да тоттыртканнар. Түгел анда аның эше урта, аның тегесе булай түгел. Һәм дә инде шулай ук икенче бер хадистә әйтелә. Кто 10-й день месяца Мухаррам будет щедрым в адрес своей семьи, знаете, каждый год покупаем 10 видов в свой дом, то, что мы хотим видеть целый год. На это есть отдельное изречение, об этом подробно расскажем в следующий джумга. И на этом мы завершаем и напоминаем, что сегодня наступает Новый год, поэтому правоверный мусульманин делает отчет за 40-й год, что он сделал, что он не сделал. Если светские делают отчет в 31 декабря, уважающие себя люди и предприятия делают отчет, то мусульманин делает отчет сегодня, до захода солнца, дабы, опять же, совпадать хадису. Есть хадис, кто будет отчитывать себя, то у него отчет с этим будет легче. Поэтому есть такие изречения. И до захода солнца у нас как раз 6 часов времени, чтобы мы совпадали данным изречением.